Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю цыпочку на такую тему. Чего боится ваш мужчина? Его самые главные основные страхи. Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на своего мужчину, представьте его, назовите по имени и задайте такой вопрос: мой милый дорогой, чего ты на самом деле боишься? Каковы твои страхи? И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие и любимые, обязательно найдет. Ну что, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, птичкой вас показал. Вы для него птичка. Причем не просто птичка, а птичка счастья. Птичка, которая приносит ему удачу, скрашивает его жизнь, дарит невероятные позитивные эмоции. Вот когда вы вместе, когда вы рядом, он прям чувствует, что он живет, что у него крылья тоже, как и у вас, за спиной вырастают. Вообще он считает вас какой-то удачливой, очень фартовой и очень свободной, независимой. Смотрит, налюбоваться не может. У него какие-то навязчивые мысли по поводу того, что вы птичка. Знаете, я поняла, он боится, что вы упорхнете. Вот вам что-то наскучит, надоест. Вы взлетите высоко, скажете ему «чао, какао» и улетите. Вот этого очень боится. Но с другой стороны, он понимает, что нет такой клетки, которая могла бы вас удержать. Даже золотая клетка не поможет. Вы обладаете каким-то очень независимым, по его мнению, строптивым и капризным характером. В этом ваша изюминка, в этом ваша привлекательность, но с другой стороны, в этом лежат его страхи. А страхов у этого мужчины больше, чем надо. Что вы знаете о его прошлом, что вы знаете о его детстве? Вот у меня идет, что там основные страхи у него зародились. Основные какие-то комплексы, да, у него появились именно когда он был маленьким мальчиком, ну, либо юношей, да, подростком. Может, как два периода, да, где он прям зарядился страхами. Благодаря вам у него жизнь меняется. Благодаря вам он, либо имеет, либо получает, либо ощущает то, чего раньше никогда не ощущал. Не может почему-то об этом говорить. Может быть, боится, что вы увидите его ущербность, либо разочаруетесь в нем, скажете: ничего себе, что в жизни ничего хорошего не видел. Либо ты кто такой, да, что ты всему удивляешься, как ребенок. Он видит, как будто бы между вами есть разница. И разница для него проигрышная. То есть, возможно, он ментально слабее, чем вы. Возможно, эмоционально, эмпатично он слабее, чем вы. Не знаю, мне вот идет, что вы очень сильная личность. Прям независимая, сильная. И никогда не будете под кого-то плясать, прогинаться. То есть это вообще не ваше, не ваше. А он такой, он может. Он либо привык так с детства, либо в силу каких-то обстоятельств, да, может, сломался в какой-то период своей жизни. Смотрите, вот что мне не нравится в этой цыпке, что его страхи могут стать камнем преткновения, когда коса найдет на камень, и из-за этого отношения могут здорово шататься, либо разрушиться даже у кого-то. Потому что вы мыслите в разных категориях. Не знаю, мне почему-то идет, что вы женщина, лишенная страха. Либо вы все уже поняли про этот мир, про людей в этом мире, про законы людей, про законы мироздания, и вы уже ничего не боитесь. Вы знаете, чего вы хотите, вы знаете, как это получить, вы идете к этому. А у него все очень сложно, все очень спутано и перепутано.
Очень спутанно и перепутанно. Почему-то детство мне идет. Детство как главное, не главное, а как причина, да, причина его пороков, причина его комплексов, сомнений. Что у него там было в детстве, что с родителями было. Может быть, как-то не так воспитывали, либо внимания не уделяли. Может, вообще кто-то другой воспитывал, пока родители работали. Да, может, ребенок сам себе был предоставлен. Некоторые дети, пройдя такую школу жизни, они, наоборот, становятся более такими, знаете, отвязанными, бесстрашными. А у этого вашего любимого все как-то наоборот пошло. Ему хочется летать, так же, как и вы. Он вам завидует. Очень часто он думает с завистью о том, что он не способен на те вещи, на какие способны вы. Он с завистью и с восхищением смотрит на вас. Очень хотел бы научиться, но понимает, что слишком тяжелый, да, с такой тяжестью не взлететь. И еще я вижу, что он не хочет открыто признавать своих проблем. А это прям, как первая ступень к тому, чтобы изменить свою жизнь. Возможно, вы видите его проблемы, возможно, вы ему говорите о его проблемах, а он такой: да нет, тебе показалось, это не так, либо вообще уходит в молчанку. Вам есть что ему предъявить. Вы не раз столкнулись с его глупостью, либо с каким-то непростым, да, вот этим поведением, которому нет объяснения, да, почему человек себя так ведет. Но, с другой стороны, я вижу, что все-таки чувства есть, и вам его даже немножко жаль. Жалость — это не то чувство, которое должна женщина испытывать к мужчине, но у вас очень доброе сердце, и вы его жалеете. Скорее всего, даете ему еще шансы, да, еще и еще шансы на то, чтобы раскрыть себя, на то, чтобы себя изменить и быть другим, более адекватным, что ли. Странно, конечно, это все. Слушайте, я хочу взять карты. Хочу посмотреть, что у него там. Почему он не хочет меняться? Да, вот мне важно узнать. То, что есть проблема, это понятно, но почему он не хочет меняться? Почему он не хочет, не знаю, пойти к психологу, да, проработать себя? Почему он закрывается, когда вы пытаетесь ему помочь и говорите какие-то правильные вещи? Зачем он это делает? Понятно, что там стыдно, некомфортно, неудобно. Но, с другой стороны, вы же его не осуждаете, вы ему помощь предлагаете. Почему не хочет ее принимать? Почему не хочет помощь принимать? Не знаю, что-то плохое с ним случилось. Очень плохое, что он всю жизнь пытается забыть, стереть из своей головы. А вот эти ваши попытки ему помочь, либо если он так пойдет к психологу, как будто бы оживят это прошлое, и он опять испытает эту боль, все эти ужасные ощущения испытает, а он хочет их похоронить. Вот. Это как, знаете, вы пытаетесь ему помочь, это напоминание о той боли, которую он так и не смог пережить до конца. Сколько бы времени ни прошло, он не смог пережить. В ней идет детство и юношество. Да, вот ребенок и подросток. А хорошо, есть ли шанс, что когда-нибудь что-то поменяется? Может, вам вообще не стоит голову морочить, да? Ребенок. Шанс есть. Особенно вот если у вас общий ребенок, либо появится общий ребенок. И также есть шанс, если как-то по-другому проживать эти моменты. Как вернуться в прошлое нельзя, но можно смоделировать прошлое. И когда он, будучи уже взрослым мужчиной, посмотрит на это со стороны, он поймет. Но вы придумаете, что делать. Вот если вы его любите, вы придумаете. Вы очень умная женщина, у вас, прям, знаете, врожденные задатки такого хорошего эмпата, психолога, да, из хороших эмпатов получаются замечательные психологи. И если этот мужчина вам дорог, вы его спасете, вы его вылечите, мозги ему промоете, в хорошем смысле этого слова.
Так, его главные страхи. Потерять вас. Это его самый главный страх. Ему даже сны такие могут сниться, что он вас теряет, что вы там с другим мужчиной, что вы от него уходите, что это точка, конец, и уже к нему не возвращаетесь. Очень боится. Он к вам относится как к чему-то бесценному. Какой-то бесценный дар, который он не может описать словами. Но и в то же время он боится к вам сильно привязаться, потому что прям на 50%, на 55% уверен, что когда-нибудь вы поймете, какой он не такой, да, что он носит маску, и все равно его бросите. А может быть, его до этого бросали, да, поэтому он так в этом уверен. Личность он более слабая, чем вы, хотя он из себя тут, конечно, понты строит, колотит, что вот я то, я сё, да я лучший, да я тут самый прекрасный. Но и вы, и он понимаете, что он более слабая личность, чем вы. Он сложнее переносит проблемы, сложнее переносит трудности, как-то вот зависим даже от мнения других людей, прям как ведомый человек, да, хотя он это отрицает. А вы более сильная личность, вы сама себе прокладываете путь, вы ни на кого не смотрите, не оглядываетесь. Вы идете своей дорогой. Угу. Боится, что уйдете вы к другому мужчине, будете жить свою лучшую жизнь, а он, бедненький, так и останется никому не нужный. И еще вот у него какая-то проблема с корнями. Ни к чему и ни к кому не привязывается, наверное, боится пустить корни, чтобы не потерять. Может, он потерял родителей рано, может, еще что-то потерял. Видите, корни на поверхности. Человек, у кого на поверхности корни, не прорастает. Не знаю, что-то с родителями, да, проблемы с родителями могут быть. Недолюбили, недовоспитали, не дали мальчику защиты, не дали понимания, принятия, не дали. Может, многого ждали, многого хотели. Может, там строгое воспитание, либо вообще отсутствие воспитания. Но что-то было, явно что-то было. И вы можете, конечно, мне не поверить, но то, что ваш мужчина не такой, как все, это все-таки из детства идет. Юношество, детство. Там его испортили. Это не какая-то другая женщина виновата. Да, возможно, у него были до вас отношения, возможно, ничем хорошим они не закончились. Но это не потому, что женщина ему плохая попалась. Это в нем проблема. Он такой. Он. Да, знаете, вот с чем можно сравнить? Красивое яблоко, а в нем червячок сидит и изнутри его выедает. Вот вашего мужчину можно с этим сравнить. Виноват ли он в этом? Нет, он не виноват. Кто виноват? Вот родители показывают. То, что корни не может пустить, два человека виноваты. Я так понимаю, что это мама и папа. Может быть, что-то делали не так. Может, не знаю, первый ребенок. Может быть, потом осознали, но уже было поздно, потому что ребенок травмировался, получил неправильную программу. Видите, как два человека профукали, а вам теперь исправляй. Ну, а может быть, это ваша великая миссия, да, помочь этому человеку стать лучшей версией себя, избавиться от этих комплексов, от этих проблем. И жить по-настоящему, быть свободным и счастливым, подобно вам. Да. Ему еще страшно, что вы можете видеть его насквозь. Не знаю, то ли вы мысли его читаете, то ли угадываете. То ли он действительно для вас уже такая понятная, открытая книга. Его это пугает. Пугает, что у него нет приватности, что от вас ничего не скроешь, что от вас ничего не утаишь. А еще у вас есть какая-то способность получать информацию. То есть вы можете сегодня не знать, но буквально там за сутки получить из непонятного странного источника всю информацию. Мужчине иногда кажется, что вы там приколдовываете, да, в тишине от него. Бывают такие мысли, да, что вы там, может, ясно видите, приколдовываете, наколдовываете, фиячите вовсю. Тут и люблю, и боюсь, не могу отпустить от себя. Если ваш мужчина прям очень ревнивый и ревнует по поводу и без, то это прям очень серьезный звоночек, девочки, потому что с возрастом, если ничего не предпринимать, он только лишь хуже будет становиться. И тут в такой степени отчаяния, в которой он постоянно живет, страх потерять вас может толкать мужчину на нехорошие вещи. Тут как бы впору задуматься. Либо, не знаю, что принудительно лечить
принудительно спасать, ну, либо действительно разрывать отношения. Хотя я вижу, что если вы пойдете на разрыв, этот мужчина, он вас не отпустит. Он может сделать вид, что мне ничего не надо, я тоже не хочу, но, девочки, он будет к вам ходить, пока не состарится. Да, ходить и не давать вам жить, эмоционально вас булить, вампирить, да, он будет это делать. К вам он привязался и сердцем, и душой. Вы понимаете, вы в себе как будто бы совмещаете и ту любящую мать, которой у него никогда не было, любимую женщину, старшую сестру, самую лучшую любовницу и самого преданного друга. Вот в себе совмещаете. Вы просто вынесли ему мозг, да, взорвали мозг, потому что так к нему никто еще не относился, и таких вот ощущений у него по жизни не было. Ему хочется подарить вам весь мир, но только у него нет в кармане целого мира. И, возможно, опять же, из-за своих вот этих страхов, комплексов, негативных программ мужчина и карьеру не может сделать, и там, не знаю, бизнес свой удачно вести. То есть все на одно складывается. Ну, если сказать проще, то мужчина как бы больной, да, и его надо лечить. Потому что если ты болеешь, у тебя как бы сил не хватает, энергии нет, желаний тоже особо нет, и поэтому все наперекосяк идет. Вот подумайте сами для себя, надо оно вам или нет. Сейчас он вот действительно как неполноценный мне идет. Человек, который не может раскрыться, не может повзрослеть, не может по-настоящему вот любить так, как вам это надо. Может сделать скандал на пустом месте, а вы не понимаете почему. Потому что у него там внутри это все кипит, бурлит, и вот эти страхи, да, страхи потерять, либо что вы там кому-то другому уйдете, они действительно выжигают ему душу, выжигают ему грудную клетку. И непростая ситуация, конечно, у вас, непростая. Страхов очень много. И, кстати, с возрастом их становится все больше и больше. Надо вам что-то, девочки, думать. Только вы можете придумать. Даже карты не показали, показали вас. И что все правильные мысли к вам в голову придут, как ему помочь. С другой стороны, я вижу, что если вы ему поможете, вы себе огромный такой плюс, галочку заработаете в карму. Может, даже что-то и в жизни вашей очень радикально поменяется к лучшему. Это не обязательно связано с ним, с вами, с вашим как бытом, да, семьей. Это может быть даже связано с вашей реализацией, с доходами, с подарками, так сказать, от судьбы. Вот. Так что подумайте. Подумайте над этим, стоит ли вам расставаться с ним. Ну, если у вас чувств к нему нет, тогда да, лучше расстаться. Ну и то это будет очень тяжело сделать, как я уже сказала, он будет все время к вам ходить. Сначала там накричит, устроит бучу, а потом через время он просто начнет ходить и доставать вас. Вот, вернись и все. Мы должны быть вместе. Это разве что, знаете, куда-нибудь уехать, так чтобы ему не сказать, и чтобы никто не знал, куда вы уехали. Только так. И то он будет вас всю жизнь искать. Ну, а если у вас любовь, вам, как я сказала, его жаль, если вы чувствуете, что все-таки он не пропащий человек, то думайте, как ему помочь. Вы можете. Есть у вас такая сила помогать другим. В данном конкретном случае этому мужчине. Что мне еще не нравится в этой отсыпке, то что мужчина, он как-то отвернут от вас, в полразворота стоит. Вот настолько он боится, что вы увидите его слабость, его страхи, что он даже в полоборота к вам становится. Не лицо к лицу, да, а в полоборота стоит. Вот это мне не нравится. И еще мне не нравится, что он вот эти неправильные свои программы пытается транслировать на вас. Ну, то есть он болен и вас хочет этим заразить. Но вас-то не так-то просто заразить, да. Опять же, с вашим характером, с вашими способностями, да, это не так-то просто. Но он пытается. То есть он такой, если я не могу справиться, пусть моя женщина тоже будет такая, как я. Он даже не понимает, что это может ему навредить, что вот именно это может вас от него навсегда отвести. Вот такое поведение глупое.
Что касается его верности, ну, он как однолюб не идет. Однолюб. Вы ему только нужны. И еще мне идет, что он такой достаточно брезгливый человек. Я не знаю, возможно, вам это нужно знать, но вот четко показали, что он брезгливый в этом плане. Там, да, вот менять женщин, как-то это не его, не про него. Он может хорохориться, он может там типа, да я там с женщиной любой познакомлюсь, пообщаюсь, но так, чтобы до интима дойти, ну навряд ли. Навряд ли он как бы о своем здоровье печется, да. Ему такие проблемы не нужны. Ну, не глупый он человек, не глупый, но тем не менее из-за комплексов не хочет ничего менять, либо боится что-то поменять, боится, что он не справится с этими эмоциями. Может быть, вам следует почитать какую-то литературу с психологическим уклоном, ну, либо с кем-то вот на эту тему поговорить, кто действительно знает, кто обладает знанием и разными техниками, да, как из человека вытащить его комплексы. Но он к себе, кроме вас, никого не подпустит. Только вы можете сделать, как я уже сказала. Ну, думайте, решайте. Страхов очень много. Перечислять их не имеет смысла. Тут не в этом суть. Тут суть в том, что нужно ему помогать. Его нужно вытягивать из этого. А это будет сделать очень тяжело, но возможно. Любящее сердце точно справится. Я так понимаю, что вы любите, раз вы здесь и загадали на своего мужчину. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.